Доля Казахстана в трех его крупнейших нефтяных месторождениях Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане в среднем чуть превышает 15%, сообщается в отчете «Анализ источников финансирования нефтегазовых проектов на примере группы стран», размещенном на сайте Национального банка. Тенгиз, Тенгизшевройл, доля иностранных инвесторов 80%, Карачаганак, Карачаганак Petroleum Operating, доля иностранных инвесторов 90%, Кашаган, Северо-Каспийский проект, доля иностранных инвесторов 83%, отмечается в отчете. Причины сложившейся ситуации. По данным авторов отчета, во-первых, в том, что на этапе запуска нефтегазовых проектов инфраструктура страны была неразвитой, финансирование проектов собственными средствами невозможным, а возможным только в виде прямых иностранных инвестиций. Во-вторых, Казахстан на последнем месте по сравнению с Россией, Австралией, Норвегией, Канадой по индексу инноваций, исследований и индексу человеческого развития. По индексу человеческого развития Казахстан на 58 месте в мире, по инновациям на 74 месте, по легкости ведения бизнеса на 36 месте в мире. Казахстан платит за инвестиции, по данным отчета, самую высокую цену по сравнению с Россией, Австралией, Норвегией, Канадой, экономика которых также зависит от добычи и экспорта сырья. Соотношение инвестиционных доходов нерезидентов к экспорту товаров в Казахстане самое высокое. Причем эта цена растет, наращивая дефицит текущего счета и риски платежного баланса страны. Рост объемов выплат процентов по прямым инвестициям в Казахстане связан с реализацией проекта Кашаган и коррелирует с ценами на нефть, указывается в документе. Выборы в Казахстане пройдут 9 июня, их безоговорочный фаворит – действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Напомним, что главой государства он стал 20 марта, после внезапной отставки Нурсултана Назарбаева. До этого Токаев возглавлял Верхнюю палату парламента, а по казахстанскому закону именно спикер Сената замещает президента в случае ухода последнего с должности. Впрочем, шанс стать в перспективе главой республики у 56-летней Дариги Назарбаевой есть. После того, как Токаев занял президентское кресло, Даригу избрали спикером вместо него. Напоминает политолог, первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. И теперь в случае отставки уже нового президента она сможет занять его кресло. Но едва ли это произойдет в ближайшее время. Если бы Нурсултан Назарбаев хотел уже сейчас сделать дочь своей преемницей, это было бы нетрудно. Ему нужно создать стабильную конструкцию власти, которая бы работала и после его окончательного отхода от руководства страной. Во главе государства должен стоять человек, обладающий достаточным опытом, у Дариги его пока нет. Поэтому Назарбаев сделал ставку на Токаева. Он уверен и в его опытности, и в его лояльности. Но при этом дочь экс-президента в новой конструкции будет играть одну из ключевых ролей. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о желании людей проявить свою критику через несанкционированные собрания. Часть речи президента была опубликована в Instagram пресс-секретаря главы государства Берика Уали. Справедливость в моем понимании состоит в том, что должно существовать верховенство закона. Закон распространяется на всех, и государственные чиновники, и сотрудники правоохранительных органов. Закон должны соблюдать и граждане нашего государства. Закон един для всех. Как бы не хотелось бы высказать ту или иную критику, она должна высказываться в рамках закона, быть санкционированной, если речь идет о собраниях людей. Поэтому я серьезно предупреждаю, что закон будет соблюдаться в нашей стране, сказал Токаев. Макгрегор о казахстанском мальчике: этот ребенок должен стоить миллиарды. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал в своем инстаграме видео, на котором тенге юный тэквондист пародирует его фирменную походку. «Боже мой, этот ребенок должен стоить миллиарды», подписал спортсмен свой пост с роликом. Ученые из США нашли стопроцентный способ бросить курить. Американские специалисты отметили эффективность финансового вознаграждения в борьбе с курением, пишет журнал New England Journal of Medicine. В данном исследовании приняли участие около 6000 человек. Добровольцы были разделены на группы. Каждой группе предлагались разные методы избавления от вредной привычки. Одних просто информировали о пользе здорового образа жизни, другой группе предлагали использовать никотиновые пластыри, также предлагалось перейти на электронные сигареты. Некоторым участникам было обещано финансовое вознаграждение. Тем, кто в течение 6 месяцев сможет воздержаться от курения, пообещали выплатить по $600. Наилучшие результаты показали, как и ожидалось, участники, которым предлагали деньги.
Число тех, кто бросил курить традиционными способами, составило от 0,5% до 1%, в то время как заинтересованные участники с заданием справились в несколько раз лучше. По мнению ученых, это говорит о неэффективности распространенных способов избавления от никотиновой зависимости. Эксперты полагают, что подобный метод может пригодиться компаниям, которые помогают своим сотрудникам избавляться от вредных привычек. Финансовое вознаграждение, как отмечается, может стать самым дешевым и эффективным способом.